жили 같이 이제 깜깜 어디에? Собирать. Ben Galya Galya Barışı'nda bir Japonya'ya gidiyoruz, başka bir gidiyoruz. Ben yatan Mustavran. Внимание! İnce şulaşı yoktusa birim badakına köylüzem. Bir sire hamırın yuratlı поедем, Шендибе Павла Чевашхалов поедет, Геннадий Айхиш равно шершинчек цельме. Видя вас. Добрый день, дорогие наши гости. Мы приветствуем вас на нашей родной земле Геннадия Айхи, всемирно известного народного поэта Чувашии. Добро пожаловать. Слово имеет глава администрации Шаймурзинского сельского поселения Юрий Васильевич Самарин. От имени жителей деревни Шаймурзина, от имени администрации Шаймурзинского сельского поселения мы вас с поклоном встречаем на земле нашего любимого, уважаемого поэта, всемирно известного Геннадия Николаевича Айги. Добро пожаловать в деревню Шаймурзина, где вырос, развивался и довел свое имя до мирового имени Геннадий Николаевич Айги. Олег, давай. Сейчас я съем, и сразу съем появится. Да. Сколько проехали вы, конечно. Добро пожаловать. Спасибо. Чувашский, нового урожая. Шымыры? Кышканы? Майра чашкер. Добро пожаловать в нашу школу имени Геннадия Айги. Thank you.
Илем халық фольклор Пушкине. Художество Булдарулы Кирдюжи, Чуваш культурно-доводительной сцене Владимир Васильевич Антонов. Вас приветствует народный фольклорный ансамбль «Илем». Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Чувашской Республики Владимир Антонов. Иргун Таван. Геннадий Айгин, Чи юратной юрине, Юрлазаварашин, Веш-Веш Кук-Кук. Предлагаем вашему вниманию самую любимую песню, чувашскую народную песню «Лети, лети, кукушка». Любимая песня Айгин. Ora
назем хали зребер айги учение. Вчера только мы побывали на... Да, Был похож на Алексея в молодости. Да, Алексей. Очень. Очень. Наверное. Тогда вам можно книгу подарить? Да, обязательно. Давайте. Это уже новая книга, да? Новая книга, только сейчас вот она вышла в Петербурге. Здесь есть ее участники, это и Галина Борисовна, и... Так, кто у нас еще здесь? Так скромно сзади, всегда, да, так незаметно. Кусунара из Башкирии, тоже поэт, пишет, тоже переводила книгу «Мир Сильвия». Ну, поподробнее, поближе уже познакомиться, наверное, презентации книги, да? Представила. Много делегаций, в том числе и зарубежных делегаций. Вот в прошлый раз в числе делегатов был такой фанат творчества Геннадия Аги. Он приехал из Краснодара автостопом. И у нас он неделю жил. Ночевал на могиле Геннадия Николаевича. Там у него появилось стихотворение, посвященное Геннадию Аги. И утром, в день рождения Геннадия Аги, он литературный пробег совершал. В отрыва с книгой в руках, с книгой Геннадия Аги, пробежал туда и обратно. Такой интересный человек. Он, оказывается, в одно время жил в квартире Геннадия Николаевича Аги вместе. И с того дня он полюбил творчество Аги. И до сих пор он поклонник учителя технологий, называл папой. Недавно. Вот он подарил нам такую книгу. И вот теперь кто на английском читает, кто с английского. Вот в этом году уже Яльчикского района. Сейчас уже вот выучит стихотворение наизусть. Мы очень любим. Его творчество включено в учебный план, в учебную программу, в учебник 11 класса. Я очень рада за это. Потому что было же время такое, говорили, что Аги не понять, непонятно, что он пишет, о чем пишет. Оказывается, если есть желание, можно понимать. Дорогие ребята, мы рады вас приветствовать. Сенат вашего Жукова. Мы это небольшая делегация, которая в рамках празднования года Аги, года 2014 года, года Аги, года 80-летия Аги, приехала к вам в гости в деревню Шаймурзино, деревню Синьяр. Мы с удовольствием посмотрели музей, который вы создали своими руками, как нам сказали, который вы содержите. И вот после встречи с вами мы сходим и посетим могилу Геннадия Николаевича, поклонимся ему еще раз. Вот такая наша задача. Вот. А сейчас мы хотим вам рассказать о том, что мы сделали. Одно из тех небольших, то есть одно из тех дел, которые мы сделали к 80-летию Геннадия Николаевича. Вот. Мы хотим рассказать о книжке, которую мы подготовили и издали. Вот она у меня в руках, эта книжечка. Вот. Она называется «Мир Сильвии». Вот. Я чуть позже расскажу о ней немного более подробно. Вот. У нас
в нашей делегации есть люди, которые приняли участие непосредственно в подготовке и в издании этой книги. Есть Настя Новикова, это молодая художница из Санкт-Петербурга, вот, которая нарисовала вот эту книжку. От корки до корки, это вся ее работа. То, что вот я держу в руках, это вот сделала вот это наша Настя Новикова. В этой книжке содержатся переводы, то есть есть русский текст, который написал Геннадий Николаевич, и есть еще переводы на 12 языков. Некоторые из переводчиков приехали тоже сегодня в Шаймурзино. Вот, и я хочу их назвать. Это Гульсира Гизатуллина, вот я ее не вижу, вот, это вот приехала с нами. И Лариса Березовчук. Вот. Она приехала к нам из Санкт-Петербурга. На перевод, тот, который она сделала, это перевод Геннадия Николаевича на украинский язык. Вот. Чуть позже мы их попросим, и они прочитают на башкирском, на украинском языке эти свои переводы. Вот. Что еще? Известно, что Геннадий Николаевич это чувашский поэт в том числе. У него есть много хороших стихотворений на чувашском языке, не только на русском языке. Вот. Но Мира Сильвия он не перевел на чувашский язык, и этот перевод сделал Иосиф Дмитриев. Иосиф Александрович Дмитриев, это вот известный режиссер, режиссер молодежного театра Чебоксары. И он перевел эту книгу на чувашский язык. То есть чувашский перевод тоже есть. Эти книги мы оставим в вашей библиотеке, и потом вы можете их подержать в руках, почитать и с ними ознакомиться. Вот. И несколько слов об этой книге. Тут есть предисловие, в котором Геннадий Николаевич очень хорошо пишет, как эта книга появилась. Я его читать вам не буду, просто скажу, чтобы вы были в курсе, чтобы вы понимали, о чем будет дальше речь, как она, эта книжечка, появилась. То есть коротко перескажу. Геннадий Николаевич, будучи в Париже, поселился в семье, в которой была мама и была дочка, которую звали Сильвия. Он жил в этой семье какое-то время. И когда он уезжал, мама Сильвии попросила Геннадия Николаевича написать в блокнотике для дочки какой-нибудь, просто оставить автограф. И протянул ему блокнотик. В блокнотике было 30 страничек. Вот. Геннадий Николаевич присел в комнате Сильвии, где он жил. Да, Сильвия уступила ему свою комнату. И он присел в этой комнате, посмотрел, я так думаю, по сторонам. И в этом блокнотике появилось буквально в течение получаса 30 строчек. То есть каждая страничка была заполнена одной строчкой. Сейчас вы услышите, какими именно строчками этот блокнотик был заполнен. Вот. Потом он уехал, а блокнотик остался вот в семье. И на последней страничке он даже написал, что этот блокнот принадлежит, эта книжечка принадлежит миру, как раз Сильвии Депила. Вот. И он как-то об этом даже, по-моему, даже позабыл. Вот. А потом как-то, уже через много-много лет, приехав в Чебоксары, в разговоре с нами, он рассказал об этой книжечке. И говорит, как жаль, что этой книжечки уже нет, что она потерялась, потому что Сильвия, она переехала куда-то с мамой в другое место. Этот дом, хотя он находился в центре Парижа, его даже снесли, как пишет Геннадий Николаевич. То есть след книжечки потерялся. Вот. И потом чудесным образом вдруг выходит в Париже книжечка, которая называется «Мир Сильвии». И выходит она на 3 языках. На французском, на бретонском перевод и на русском. Оказывается, его друг, французский поэт Андрей Маркович, нашел Сильвию, нашел эту семью, перевел эту книжечку на французский язык. Его друг, сейчас фамилию не вспомню, Бретель, по-моему, Андрей Бретель, он перевел на бретонский язык, и таким образом они...
Как? Ален Бутрель. Вот, Галина Борисовна мне подсказывает, Ален Бутрель. Перевел на бретонский язык. Вот, и таким образом этот тираж появился. Вот. В Москве в 2000 году вышла уже одна книжечка, она вышла на русском, также и на французском и на бретонском языках. Вот. А мы, когда задумали эту книжку, хотели сначала повторить, вот, ну, Настя более подробно расскажет об этом. Но потом подумали и решили добавить еще к этим к двум языкам еще 10 языков. Вот, и так появилась Сильвия английская, ее перевел Питер Франц. Появилась Сильвия немецкая в переводе Вальтера Тюмлера. Появилась Сильвия итальянская в переводе Паула Гальвани. Вот. Также появилась Сильвия польская в переводе Эдварда Бальцежева. Вот. Но, в принципе, на всех европейских языках больших она появилась. Вот. Но мы не забыли своих соседей. Также перевод Сильвии появился на башкирском языке. Вот Гульсара Гизатуллина перевела эту книжечку. Появилась удмуртская Сильвия. Ее перевел Вячеслав Сергей. Сейчас я просто открою список переводчиков, чтобы никого не забыть. Появился также здесь есть перевод на татарский язык. Его перевела Лилия Сигатуллина. Вот. А Иосиф Терер, как я уже говорил, Дмитриев, он перевел ее на чувашский язык. То есть здесь у нас 12 переводов этой книжки. Вот. Ну, если коротко, в общем-то и все. Сейчас я попрошу выйти Настю сюда, вот она вот тоже, вы на нее посмотрите, она расскажет. Вот. То есть эта книжка, она богато иллюстрирована. То есть есть иллюстрации буквально на каждой странице. Она вся цветная. На самом деле это и все, что... Да, то есть, как бы, наверное, нет. Потом лучше ее смотреть с рук. Вот. В принципе, основное мое высказывание какое-то по поводу Сильвии, оно, собственно, есть в этой книжке. Поэтому даже не знаю, что можно добавить, тем более Олег Аркадьевич рассказал, в общем-то, самое интересное, это как раз вот история ее возникновения, написания, и, не знаю, по-моему, сейчас она очень просто удивлена здесь находиться. Какая-то такая, для меня, на самом деле, очень неожиданная. Я думаю, что и для Сильвии тоже перекличка вот этого состояния детства, возвращения в детство поэта, можно сказать, книги, которая вся, в общем, не то чтобы детская, она какая-то детская и сквозь детская, она вся вот пропитана этим ощущением. Я думаю, что совершенно нету какой-то разницы у нее такой принципиальной адресованности, кому бы то ни было. Вот. И мне очень радостно, что она сегодня будет открыта на многих языках, и мы уже озвучим, да, получается, что-то из переводов, вот, потому что, несмотря на то, что, может быть, это такая, кажется, странная мысль объединить столько голосов в одной книге, тем не менее, она была подарком маленькой девочки, и она им остается, и очень хорошо, что она расширяет вот эту возможность дара. Я просто на себе это испытала, потому что когда работала над иллюстрациями, оформлениями, у меня приезжали друзья из Германии, из Польши, и мне было очень радостно, что я могу поделиться с ними вот этим текстом. А иллюстрации к ней родились немножко раньше, чем получилось ее издать. То есть, вот, собственно, это тоже связано с, так сказать, с разного рода альма-матерами, не знаю. Я делала ее в университете в Санкт-Петербурге, еще на 3-м курсе. Вот, и она сохраняла первое издание на 3 языках. И тот рукописный почерк, который там можно встретить, это почерк самого Геннадия Чайги. Вот. И, в принципе, мы старались, чтобы в этот раз ее уже издав серьезно и основательно, вот, так чтобы ее можно было прочитать многим. Да, мы эту идею сохранили, то есть
в принципе, текст, он передает вот это вот парижское состояние книги, но еще вот дополненное на сегодня другими вариациями. Не знаю, картинки я старалась сделать просто максимально прозрачными, чтобы они не мешали вот этому восприятию. Вот, наверное, можно к нему перейти тогда. Буду не очень многословно. Спасибо вам. Сейчас вам почитать как раз эту книжку. Вот, прочитают именно авторы, переводчики этой книги. Я сейчас хочу пригласить сюда, значит, Арсен Мирзаев, он почитает за автора Геннадия Николаевича. Это наш санкт-петербургский известный поэт. Вот. Он организатор литературных вечеров и литературной жизни Санкт-Петербурга. Гульсара Гизатуллина, пожалуйста, проходите сюда. Это у нас наш автор-переводчик из Башкирии. Борис Березовчук тоже на вас приглашает. Это будет такой монтаж, да? Так, Олег, ты чувашский текст пишешь? Не врать. Ты все-таки учитель русского языка. Кучку врачи. Потом Олег. А потом Олег, а я дальше. Читаем первую строчку. Да. Когда мы были в музее в вашем музее Геннадия Николаевича Айги, я нашей художнице Насте Нойковой показал портрет ее учителя Александра Веселова, петербургского художника, с которым мы вместе, и с Геннадием Николаевичем, и с ним вместе делали книгу, она тоже есть в музее, такая большого формата книга «Разговор на расстоянии». В музее, оказывается, есть фотография, где вот 3 человека, которые работали над этой книгой, изображены в момент подготовки этой книги. Нас сняли в типографии, там сидит вот Александр Веселов, художник той книги, и учитель Насти, Геннадий Николаевич и я. Но я думаю, что поскольку мы приехали с Настей, и эта книжка будет в музее, наверное, появится фотография и Насти Новиковой, как художницы вот этой книги, которая называется «Мир сильный». Начинаем? По-русски, чувашски, по-башкирски, по-украински. Итак, вступительное слово ветра. Кувара, пошта силин умзумая. Шулайте б єльден і не швиде. Отже, передмова вітру. Олег, все? Дальше. Там есть другая страница. Я несколько раз переспрашивал. Говорю, всего одну строчку читать? Все. 10 раз, все так все. Читай дальше книгу. Значит, дальше читаем. В таком же порядке. Какого порядка? Рыцарские доспехи солнца. Велен, паттерлых кеби. Куяштан ялтраук хаймана. Лицарський обладунок сонця. Утренние. Что ты толкаешься? Подушки. Иргиминдер, мен текележелин, тени. Мендерден ірданден німе тортишегені. Ранкове, що ти штовхаєшся? Подушки. Недоумение зеркала. Чегерин, тюленеве. Кизгинин аптрао. Збентеження люстра. Сердитые восклицания зубной щетки. Шолдат малы, шахте обратно. Ти щоткана, асула пошодао. Сердиті вигуки зубної щітки. Веселый бред мыла. Субынин хавас лалагазы. Гавенден кумилля гаташуви. Весела маячня мила. Блестящее. Все в порядке. Градусника. Градусика ялдыры. Пурди ергелді.
Градусниктың ялтыр алда бүлек. Лискуче усе гаразд градусника. Лихорадочный юмор газированной воды. Асланы шуын, ренне кулли. Газлы ғылдың қабалан қарғалан мәрәкәһе. Газована вода у пропасниці гумору. Дипломатические переговоры обоих. Обойзен дипломат тілі кала жібе. Абыйдардың ерселерсе гәпләшуі. Дипломатичні перемовляння шпалер. Блаженная улыбка молока. Сәт ирелзе булны. Хүттің қиялы елмайуы. Блаженна посмішка молока. Гуляющая ток-ток дверного косяка. Алық суын шақ-шақ ұтты. Ишік яңағының йөрүмтәл тук-туғы. Гуляє тук-тук одвірка. Путешествие бус. Шаржа шын жүреві. Мәрйендәрдің сәяхәте. Подорож на миста. Вечно откладываемый визит банкиров. Банкирзем құнда кірзе тұқмайыр жемеші. Банкирдардың мәңгі кисектірілген келуі. Візит банкірів, що завжди відкладується. Одинокая угу гладиолуса. Гладиол запертен. Эгей. Гладиолустың яңғы. Самотнє угу гладіолуса. А я не скажу шкафа. Шкаф каламас кені. Қышқаштың әмин әйтмеймі. А я не скажу шафи. Верленовый монолог неба. Күбере верлянла куплев. Күктің Берлен монологы. Верленовий монолог неба. Приход маминых пальчиков. Анне пюрне сырдыдне. Әсей бармақтарының қайтуы. Прибуття маминих пальчиків. Задумчивость свечи. Сюрда жоғыжа ұтын. Майшамдың уйсанлығы. Замисленість свічки. Неожиданная бабушка пуговицы. Күнмен кетмен бұғаны. Түйменің күтілмәген өләсәді. Неочікувана бабуся гудзика. Одноактная драма варенье. Варенин пропаяла драмы. Қайнатманың бір шаршаулық драмаға. Одноактна драма варення. Забывчивость Лютика. Сарде деген маны жыве. Миләүшәнің хәтіргізлігі. Забудькуватість жовтеця. Рисовальные уроки Дрозда. Урдышкай үгерме вретні. Барқылдақтың рәсім дәрістері. Настанови по малюванню від Дрозда. Мама, переводчица Господа. Анне турын талмади. Әсей Алланың тәржімәсіді. Мама перекладачка Господа. Прыжок флейты. Шахледжі зеккет. Флейтының хикереші. Стрибок флейти. Ромашковый сон кузнечика. Шарджагын шур шес келі телеге. Сеңірткәнің ақ сәскәлі түші. Ромашковий сон коника. Молчаливое здравствуй, гвоздя. Вода шапын. Аваны кеть. Үнхүт хаумағы қадалдың. Мовчазна, якся маєш, вістка. Песнь голубого кувшинчика. Квак капшын юри. Зәңгәр көшіктің көйлауы. Пісня блакитного глечка. Соревнования в беге книжных полок. Кенеге шүлігізден омырт балға жүтмей. Китап кәштелерінің югіріп ярышуы. Змагання в бігу книжкових полиць. Ручки Бога-младенца. Адиатура алды. Алла бәбәйдің құлдары. Рученята Бога немовляти. Вечное
До свидания, дяди Айги. Айгику кемері, кел болугар. Айги ағайдың мәңгілік ұсырашқанға тиклеміз. Вічне до побачення, дяді Айги. Большое спасибо нашим переводчикам за чтение стихотворений. Большое спасибо за их работу по переводу этой книги. Вот. В заключение я хочу вот 3 книжечки оставить в вашей библиотеке, чтобы и вы потом могли потрогать, посмотреть иллюстрации. Тут очень иллюстрации будут интересны, на ваш взгляд. Пожалуйста, примите в дар. Да, вам тоже большое спасибо. Хорошо послушали. Ако ти ради кашни прокинем, как ты хотел. Хайз, сарлан. Херзан камлагари? Зиске камлагари, галатра? Вот кашни мне сама ребелка, тут ну на картинка думаю, желаете, Игорь. Адер. Эбе квадрат районде Синьялды Геннадий Язовле. Друзья, полю бараган школы директора был заседатель. Эбе мадраса прошел совместной литературной вреднее. Там подаманжен айхи тенди пидешивок. Эбе он кулгабул мне творчественные пидеюрадады. А джазелиде шавюрадова пижармадрожады. Шамба виркашный жилах районный кузен керетпер. Айхи была в земле отбыл. Бежи номинация вейтет. Премш номинация. Айхи субвизем. Верслада дача вашла жернезем. Иккимш номинация. Айхи кужаравызем. Кундан жагылжан цилхиди жанырат. Е урок цилхире кужарна собызем жанырашым. Ишимш номинация. Автор забвизем. Кундай бир кулдарул ажысыне. Шыразладып сашазем кулдарулук немалла адалындарысы бештекпір. Ажысыне бұл конкурс педеки лежит. Каждый жылахында. Нумайында нумайын келеші, хәлінде район жайын жегінамар, республика жайынеде. Туғас әметле бір, мәжіндезен көржі районды школ зенден де бірін шақпын курса күтшінна қымылдығасы. Пожалуйста, Галина Борисовна. В начале 2000-х или в конце 90-х Геннадий Николаевич получил премию в Южном Тироле имени поэта Норберта Кассера. Он в честь этого перевел одно его стихотворение, которое называется по-немецки «Пихта», «Ляхе», а по-русски, то есть по-чувашски, он сказал, что у них такого нет. Он сказал, что это черная ель, как будет? Хура? Хурай, чарыш. Хыр. Хура-хыр. Вот что-то вроде хурахыр. Да. Вот что-то. Чарыш. Это. И это вдохновило инициатора этой премии подарить Геннадию Николаевичу, он знал, что он приедет к нему на родину, подарить ему это дерево. И когда он приехал в Москву через несколько месяцев, он рассказывал, как он мучился, как он не мог в Тироле найти, там же нельзя выкопать, как мы пойдем, мы выкопаем, там же нужно купить. Пришлось ехать в Италию, он купил там эту итальянскую пихту, очень ее запаковал хорошо и привез в Москву. Из Москвы мы поехали на поезде в Чебоксарах, а потом мы поехали этой дорогой Канаш. И я смотрю, что Освальд Эгер, так звали этого поэта,
бледнел с каждым, можно сказать, шагом машины, потому что по обочинам росли сплошные вот эти вот пихты. Галина, ты посмотри, что делать. Я говорю, ничего, это будет лично. Гена ее посадит, на ней бирку повесит. Это будет, понимаешь, твой привет. Вот твой привет из Южного Тироля. Ну и вот Геннадий, она была вот такая. Да. Геннадий Николаевич ее посадил, 30 сантиметров было сфотографировано все. И вот она цветет и процветает и так далее. И мы надеемся, что она... Вон сколько шишечек на ней. Вот. Далекий гость из Италии. Вот это вся история. Она хорошо растет.